Вспомним несколько аятов из суры Аль-Бакара. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Худу Аль-Бакара». Берите суру Бакара, пользуйтесь ей. Фаина ахдаха барака. Почему? Потому что кто ее берет, кто ей следует, у него будет баракат. Ватаркуха хасра. Кто ее оставит, он окажется в убытке. Валя ястати'уха аль-баталя. И не могут одолеть эту суру те, кто сеет ложь. Вот здесь имеется в виду толкование хадисов, говорит, что имеется в виду колдуны. Колдуны не одолеют эту суру. Это самая большая по объему сура, и в ней есть самый великий аят Корана, аят Аль-Курси. Итак, аят 147, 147. Аллах, как раз мне 47 лет исполнилось. Ничего не случайно в этом мире. Есть какой-то здесь ишарат иляхи, божественный намек есть на что-то. Когда ехал, думаю, о чем говорить. Обычно я что-то, если говорю, для себя говорю в первую очередь. И вот нашлась тема нужная, хорошая. Аллах говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Аль-хакку мин раббик, фала такунанна миналь мумтарин. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Аллах сказал истину, довел эту истину до нас его благородный посланник, избранник, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Мы это услышали и стали свидетелями. В судный день обязательно будем свидетельствовать, что... О чем здесь Аллах говорит? Говорит: «Аль-хакку мин раббик». Истина от твоего Господа. Истина от твоего Господа. Аллах сам является аль-хак, истиной, и все, что от него исходит, это аль-хак, это истина. Коран — это истина. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, истина. Прежние пророки — истина. Рай — истина, ад — истина. Все это истина. «Фаля такунанна миналь мумтарин», поэтому ты не будь ни в коем случае в сомнениях. Будь уверен, что все, что от Аллаха, от Господа твоего, аль-хак, это есть истина. Иногда людей гложат какие-то сомнения, какие-то переживания. Вот Аллах говорит: не сомневайтесь, милость Аллаха широка, поддержка Аллаха с пророком. «Валя янсуранна Аллаху русуляху». Аллах обязательно даст победу, помощь, поддержку его посланникам и тем, которые с ними. «Валикуллин виджха». У всех есть направления, какие-то цели, какие-то мечты, какие-то желания. Хуа муалиха, которым он следует. Вот нас что-то толкает. Просто так никто один шаг даже не сделает, даже палец не поднимет, если нет какой-то мотивации, какого-то толчка. Если машина не заведется, не поедет. Обязательно должен вот это толчок быть. У каждого у него свой, у каждого человека свой толчок.
И ждать, чтобы у всех он был одинаковым, это невозможно. У каждого свой. Вместе с этим Аллах говорит: «Фастабикуль хайрат», вы спешите, торопитесь, соревнуйтесь друг с другом в благом. Что бы мы ни имели, это надо направлять в сторону благого. Есть история про Каруна, в суре Касас описывается. Там праведники говорили Каруну: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, фабтаги фима атака Аллаху дар аль-ахира, ва ла танса насибака минад дунья». В том, что тебе Аллах дал, стремись заслужить последнюю обитель, высокие степени в ахирате, в джаннате. «Валя танса насибака минад дунья», но не забывай свой удел в этой бренной жизни. У нас в религии нет монашества, нет монастырей. Мы живем в обществе, мы живем с семьей. И в этом плане, альхамдулиллах, очень хорошо. И, значит, все, что мы имеем, у Каруна, например, очень много денег было, богатства было. У кого-то много богатств, у кого-то много знаний, у кого-то много времени, у кого-то есть сила, здоровье, у кого-то есть хорошие друзья, у кого-то есть хорошая семья. Вот это хайрат, очень много благ. И все это надо постараться этим вкладывать в то, что принесет нам дивиденды, то, что принесет нам пользу дар аль-ахира, последней жизни. Но при этом не надо быть таким замкнутым монахом, скажем так, оторваться от общества. Надо не забывать свой удел в этой жизни тоже. Халяльный отдых допустим. Главное, чтобы не нарушать законы Аллаха субхану ва тааля. Айнама такуну, где бы вы ни были, Москва, Подмосковье, у реки, у моря или где-то в глубокой скале, где-то в тоннеле. Айнама такуну, яти бикумуллаху джамиа, Аллах всех вас соберет, всех вас приведет к себе. Инна Аллаха аля кулли шайин кадир. Аллах над всякой вещью мощен. Для него нет никаких трудностей. Значит, из этих двух аятов, здесь очень много можно сделать для себя выводов. Ключевая фраза, как нам кажется, вот в этих двух глаголах. «Валя такунанна», «фаля такунанна», знай, что истина от Господа твоего, поэтому ни в коем случае не сомневайся, иди прямой дорогой, не становись лицемером, не становись вероотступником, будь стоек на пути Аллаха. Первое. И второе. «Фастабикуль хайрат», торопитесь, спешите, соревнуйтесь друг с другом в совершении благого.